Смотрим еще раз. А сейчас поехали комментарий. Сейчас пробуем. Все. Все работает. Теперь все работает. Тагын чыктың, да? Тегісінде 7000 кіші болған екен. Давайте 7000 кіші жиылабыз да. И начнем. Звук юг. Рада вас видеть. Спасибо, мы тоже вас рады видеть. Срок уже 6 месяцев. Альхамдулиллах, ровно. Так, ну что ж. 7,5 тысяч человек зашли в мой прямой эфир. Приветствую вас всех, мои дорогие. Может и недорогие, может и дорогие. Всех приветствую. Цель прямого эфира. Күліп отырмағызмын, мені отвлекать деп, мен қабы тұрмын шығып кетесің. Поняли? Тырышқан отырғыз. Раз мында етесіз, тұрасыз, значит, молчите. Уже 8 тысяч. Уже 8 тысяч. Лишь пешком надо видеть. Ну что ж. Хазыр. Начнем. Давайте все сначала. Цель прямого эфира, естественно, знаете, расставить точки над «и». Признаться, естественно, да, где-то, может быть, я буду извиняться, где не буду извиняться и так далее, и так далее. Все будет, ну, короче, куда меня занесет, туда и заедем мы с вами. Вот, комментарии пока читать не буду, да, и отвлекаться на них тоже не буду. Поэтому, как говорится, если вы там хотите между собой пообщаться, посплетничать, пожалуйста. Я их не закрываю, поэтому можете интерга. Силешерге. Начну с того, что сегодня мы, да, реально остались на улице. Вот. И мы сейчас вот находимся вот в такой вот квартире. Да, и реально, да, могли мы сегодня ночевать на улице. С этого и начнем. Почему же мы оказались на улице? Тоже сейчас объясню. И да, с сегодняшнего дня я начинаю выходить в сторисы и буду говорить, показывать, как мы живем. Да, мы находимся в Дубае, мы никуда не уехали, и нет смысла куда-то уезжать, бежать, что-то еще, прятаться. Естественно, это все не для нас. Да, люди, конечно же, да, возможно, где-то победили, да, кто-то все это время воевал, что-то делал против нас. Естественно, у вас все получилось, конечно же, да, ликуйте, господа. Вот, но вся разница в том, что мы ни с кем не воевали. Вот и все. Как говорится, мы не воевали ни с кем, мы делали это все от чистого сердца, от чистой души, искренне. Мы хотели этим заниматься, мы любили это дело, мы любили каждого нашего клиента, нашего туриста, нашего гостя, каждого из них.
Даже после того, как они облили нас грязью, даже после этого мы их всех обожаем, любим. И, естественно, всем посылаем лучики света и поцелуйчики. Что же произошло? Что же произошло? Да, вот, я, конечно, иногда отвлекаюсь. Мы, да, начали, после того, как мы переехали в Дубай, мы начали наших подписчиков звать сюда в гости. Я даже помню наших первых клиентов, да, это еще было сначала, наши были друзья, люди, которые приехали сюда пожить. Мы начинали им устраивать какие-то экскурсии, показывать им город и так далее, да. Вот, и нас затянуло, нам это понравилось, и начали мы звать уже именно подписчиков, и начали подписчики к нам приезжать. И каждый человек, который к нам приезжал, да, приезжают с такой улыбкой, и после этого уезжают с такой бешеной энергией. До сих пор они пишут, да, наши первые вообще гости. Вообще до сих пор мы с ними на связи. Кстати, наш первый клиент, да, который был, именно с ней мы узнали, что я беременна. Вот, такие были радостные у нас моменты, радостные воспоминания, прикольные такие вот моменты. Вот, и с каждым днем у нас клиентов, естественно, становилось все больше. Мы все больше. Естественно, да, были где-то и ночи, да, где мы не спали, были дни, где мы не кушали, мы отдавались полностью все и вся в этих людей, которые к нам приезжали. Мы это делали все искренне. У нас никаких плохих намерений где-то кого-то обмануть или где-то как-то, не знаю, что-то плохое, негативное нести людям. Никогда таких вот намерений у нас не было. И даже сейчас, когда льется на нас тонны говна, да, даже в этот момент мы думаем, что люди... В любом случае, люди есть и хорошие, и плохие. В любом случае, да, они есть во всем мире. Да, понятно. Мы, как говорится, не отрицаем ничего. Да, что же произошло? Естественно, да, мы говорили, конечно же, да, у нас есть тоже ошибки. Мы не бизнесмены вообще от слова совсем. Никто из нас бизнес никогда в жизни не вел. Вообще от слова совсем. Конечно же, да, бывают какие-то проколы, ошибки. Они бывают, наверное, у всех. Но из того, что ты, да, такой известный блогер, да, естественно, тебя потаскали конкретно после этого. Потаскали конкретно, это началось еще с момента, когда НТР, канал НТР выпустил про нас, да, такую передачу, да, а-ля мошенники, а-ля пирамида, хотя, да, это канал, да, ладно, хорошо, не федеральный канал, но все же, да, провинциальный канал, где говорит такие слова громкие, он недоказанные слова говорит, то есть он не увидел наши лицензии, да, хотя он говорит какие-то такие громкие слова, где нет никаких доказательств того, что реально мошенники. Да, вот нету доказательств, но они вышли и об этом сказали. Естественно, очень многие люди посмотрели эту передачу, и с того дня люди, просто до этого у нас были возвраты, да, была причина в том, что мы перенесли с 1 августа на 15 августа в связи с тем, что мы делали лицензию официально. Вот, и людей мы перенесли на 15 число. И кто не мог прилететь, естественно, эти люди пошли на возвраты. Мы их потихоньку возвращали. Потихоньку людей принимали. Также, да, все это параллельно все делалось. Но
тут НТР выпускает передачу, да, и все, понеслось. Каждый второй клиент, да, просит возврат. Каждый из них просит возврат. Мы вам не верим. Вот НТР выпустил такую передачу. Все. Сегодня же мне отправьте мои деньги. Каждый из них просто пишет. Просто представьте поток людей, да, которые посмотрели этот эфир, потаскали этот эфир все. Просто как курица вот червяка же несет, да, даже не понимая, что игре, вот, все так же все было. Понимаете? И каждый понес эту информацию, даже не разбирался, правда это, ложь это, как это все это. И все, понеслась душа в рай. Ну и вот, ну и дальше пошли, конечно же, поддержали это все другие. Кому не лень, мне кажется, вообще, кто вот самый ленивый, мне кажется, даже уже написал про нас. Да, хорошо, мы не отрицаем. Нет, конечно же, да, есть наша вина. Естественно, после этого нам практически пришлось, да, закрывать прям все, потому что было уже невозможно работать никак. Да, и возвраты мы делали потихоньку также, экренеп делали, также вылеты, да, все это работало все. Пока вот, как говорится, все это вот люди не сломали рабочую систему. Окей. Шунан, шу, чо? Мына шундай история сізге. Қызық болды ма? Бізге бірде қызық түгіл. Хотя қызық. Қызық в плане, знаете, у нас начинается, так как говорится, новый этап жизни, новая эра. Сейчас реально мы говорили до этого, да, что у нас будет, как говорится, мы выживали в Дубае. Вот сейчас реально мы выживаем в Дубае. Так и есть. Конечно, временами плохо. Почему мы не выходили все это время в сторис? Потому что мы решали все это время вопросы здесь. Многие спросят, где же эти деньги, почему вы не возвращаете всем сразу же хором. Да? Мы находимся в Дубае с вами. Да? Про заблоченные карты вы уже все слышали. Да, это не новость. Хорошо. Как говорится, карт было немало, да, и многие из них реально до сих пор в блоке. Мы какую-то энную часть денег, естественно, оттуда вытащить до сих пор не можем. Это факт. Да, сейчас понесут эту информацию также. А я же знаю, у вас не заблоченная карта. Да откуда вы знаете, какая карта именно заблочена? И где держались деньги, вы тоже не знаете. Опять же, да, дезинформация пойдет. Сразу скажу про это. Вот, чтобы опровержение сразу было. Дальше. Идем. В Дубае, да, если ты заводишь какой-то бизнес, или же если ты даже просто берешь в аренду, даже давайте просто возьмем машину, да, просто если ты взяла машину в аренду, ты его берешь, допустим, в месяц. Взяла в месяц, да, ты заранее за него платишь и заключаешь договор. Если даже ты, допустим, захотела вернуть эту машину через 10 дней, тебе деньги не вернут. Вообще ни рубля. Вот. Естественно, у нас были договора и с машинами, и с квартирами, да, и со всеми остальными, что нам нужно было, необходимо было, чтобы принимать наших гостей. Вот. И все эти деньги, естественно же, лежат в этих бронях, за которые мы сейчас боремся. Да, какая-то энная часть, возможно, когда-нибудь вернется, но не факт. Да, мы вот, как говорится, вот сколько неделя прошла, да, все это время мы боролись, но пока что, ну, мы поняли, что, возможно, смысла вообще нет, или, может быть, есть, но мы, как говорится, не огорчаемся. Вот. И дальше будем добиваться того, чтобы, естественно, нам вернули, потому что мы бронировали квартиры, да, все это заранее на несколько месяцев вперед.
Вот. Естественно, расторгнуть договор просто так тебе не дадут. Потому что договор, она составляется именно уже на таком высоком уровне здесь. Не так просто зам келдің деген, ага, там, Галия, я у вас возьму квартиру, вот вам 10 тысяч, и типа я поживу у вас месяц. Так здесь не делается, так здесь не работает. Это Дубай, здесь законы совсем другие. Естественно, нам было тоже непривычно к этому всему привыкать. Да, но иногда приходится соглашаться со всем, что здесь есть. Вот. Поэтому мы решили, что, ну окей, хорошо, как говорится, бороться всю жизнь мы не сможем, в любом случае с ними, да. И решили что? Решили создать новый крутой проект, да, где, естественно, у нас будут возвраты идти. Да, естественно, все будем налаживать, то есть начинать все с нуля. С нуля, сначала. И мы решили, что будем каждый наш шаг, что мы будем делать, все показывать. И наш проект будет озвучен завтра. А завтра у нас на страницах. Поэтому, да, кто захочет поддержать, поддержит. Не захочет, не надо. Вот, поэтому каждого обняли, поцеловали и спать уложили, потому что время почти 10. Давайте тем түшлер, мен киттім, ертеге күтіңіз наш новый проект. А сейчас сижу спокойно, смотрю, как таракан по стенке ползает. А что? Таракан көрмеген кіші, что ли, мен? Ауылда yaşадық бит, ғұмыры көпмейін. Что будет сегодня? Сегодня потихоньку буду выкладывать, чем мы сегодня занимаемся. Мы остались дома пока, а девочки поехали убираться в нашем доме, где мы будем жить. Но она еще не оплачена. Вот. Ну что ж, мы еще, конечно же, не знаем, принимают тут наше золото или нет, но мы, конечно, подготовили. Завтра с утра пойдем сдавать. Это вот одно мое кольцо. Это предложение Белорусом. Это мое обручальное кольцо. Это цепочка. Моя мыца. Так, мы ссылали лисенники. Ларисинуха. Тоже вроде Ларисинуха. Короче, вот подготовили